можно отнести меня к тем людям, которых называют творческими, вот, потому что действительно мне интересно там, где надо прикладывать фантазию какую-то, да, чтобы это приносило эмоции, радость людям. Вот, сидеть над кропотливой, да, работой, и чтобы в итоге получилось вау, что-то такое, да, вот мне именно это и нравится, да, то есть и моя работа, то есть моя деятельность, да, так скажем, на дому, она дает именно вот такой эффект, да, от чего мне очень приятно на душе, а когда еще отзывы у людей о том, что им все понравилось, там и вкусно, да, там и красиво, да, и ну и все рады были, это вот для меня высшая, наверное, степень, да, награды. Я была в положении на третьего ребенка, вот, и как известно, когда женщина в положении, ей обязательно что-то определенного, да, очень хочется. И мне хотелось вкусных тортиков, пироженок и так далее. Но так как магазины для меня это не вкусные, как бы, да, поэтому мне хотелось именно домашней выпечки. Я укачиваю на ногах ребенка, да, открываю YouTube, да, и смотрю, в общем, как это все делается. И как только ребенок засыпал, да, я шла на кухню и делала это все. Да, то есть, да, действительно, мне было интересно, я это отрабатывала. Мне не просто было интересно, как это все делается, оформляется, да, какие фишки есть вот в кондитерстве. Надо этому обучаться. Неважно, либо вы на курсы идете, да, и заканчиваете это, ну, вот в ускоренном, в таком в режиме, либо на своих ошибках учитесь, да, благодаря Ютубу, там, Гуглу и так далее, да, потому что информации очень много, и только, наверное, ленивый, да, может не открыть, и не посмотреть, и не обучиться. Вот. А когда это нравится, то ты этому обучишься. Это просто желание, стремление, да, познать что-то новое. Моя подруга, когда, ну, она замечала, что я пеку, и что у меня это получается, она решила мне заказать, в общем, тортик. На что я сказала, что нет, что для меня это не работа, да, то есть для меня это очень волнительно, ну, ответственность такая, да, на заказ печь. Но она настояла на своем, и, в общем, я ей испекла. Вот на заказ. И с того момента как бы я создала страничку в Одноклассниках. Вот, ну, уже позже это был Инстаграм, получается, и на сегодняшний день, да, я занимаюсь выпечкой на заказ, оформлением. Я за то, чтобы домашняя выпечка, она была действительно из натуральных, свежих, да, продуктов. По минимуму были растительные жиры там, да, чтобы это было действительно сливки, да, а не заменитель, да, какое-то действительно масло, чтобы это было, а не маргарин. Потому что за те деньги, которые ты готовишь этот торт, да, он должен соответствовать этому качеству. Оно должно быть на высоте. И люди это чувствуют. Но не использовать красители кондитер не может, потому что пищевые красители, они необходимы для того, чтобы сделать торт, например, если это детский, ярким, да, каким-то интересным. Поэтому пищевые красители, они есть, но мы берем хорошего качества, да, и используем в малых в количествах. Это было у меня со свадебным тортом. Я его везла аж в Курцы, ну то есть с Каменки в Курцы везти, это, ну, приличная дорога. По пути встречались, ну, неровные дороги, да, с ямами, потом полицейские, да, лежачие. И получается в процессе дороги он деформировался, то есть он был в 3 этажа. То есть он немного вот скатился в одну сторону. Но благо, что у меня с собой было много ягод, потому что он был с ягодами. И мне хватило необходимых, да, продуктов для того, чтобы исправить это положение.